Они были молоды и полны сил. Они не знали, что их ждет впереди. Муса Джалиль, Адель Куту и Хасан Туфан, близкие друзья, за 2 года до войны соберутся на свадьбу молодого поэта Сибгата Хакима. Их вскоре всех разбросает война. Адель Кутуй уйдет добровольцем на фронт, будет похоронен в Польше. Хасан Туфан будет репрессирован и окажется в Сибири. Сибгат Хаким попадет на Курскую дугу. Из этой мясорубки, дважды контуженный, он выйдет живым. Самый близкий его товарищ Муса Джалиль в июне 1942 года, пробиваясь из окружения с другими офицерами и солдатами, попадет в плен. Но даже в фашистских лагерях Шпандау, Моабит, Плюцензея Муса Джалиль будет служить родине. Он создаст подпольную организацию в лагере, которая будет изнутри подтачивать силы врага. Муса Джалиль будет казнен 25 августа 1944 года за организацию восстания и подготовку побега заключенных. Он станет символом Второй мировой войны. Он прославит подвиг своего народа в бессмертном цикле стихов «Моабитская тетрадь», который будет написан в фашистских застенках. Казнен, конечно, Муса Джалиль вместе со своими товарищами как особо опасный государственный преступник по суду, не как пленный, а как гражданин Германии, вермахта, за ущерб, нанесенный мощи Рейха.